Привет, ребята! Сегодня мы в Галата-Порт в Стамбуле, где останавливаются круизные лайнеры. Посмотрите, сзади у меня круизный лайнер, который приехал из Норвегии. Сегодня будем с вами вместе изучать Галата-Порт, что здесь расположено, что здесь вообще есть. Привет, привет всем! Так, мы пришли в Галата-Порт. Сегодня я первый раз вместе с вами буду изучать это место. Галата-Порт открылся в 2021 году, осенью снова заработал. И сейчас уже опять принимает круизные лайнеры. Сейчас мы вместе все посмотрим с вами. Вот там уже видно носик корабля. Сейчас подойдем, вместе все посмотрим. Мы с вами в районе Бейоглу. С левой стороны большой фонтан Топхане, а также мечеть Кылыш Али Паша. Фонтан Топхане был построен в 1732 году Махмудом I. Общественный фонтан был построен для обеспечения питьевой водой для путешественников и проточной воды для молитвенных ритуальных потребностей людей. А комплекс Кылыч Али Паши состоит из мечети, медресе, хамама и мавзолея. Он был построен в XVI веке в честь великого пирата, ставшего османским адмиралом. Так, ребята, мы прошли через терминал, заходим в сам Галата-Порт. Галата-Порт – это комплекс с многофункциональным назначением, занимающий площадь 400 тысяч квадратных метров. В него входят круизный терминал, магазины, кафе, смотровые площадки, творческие пространства, культурные и развлекательные заведения, а также исторические объекты. Покажу вам этот круизный лайнер, который сегодня остановился. Называется Азамара. Так, здесь расположены разные кафешки, ресторанчики. Сейчас я вам покажу даже меню. Посмотрите цену. Еще один круизный лайнер. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Кукшоп – это сеть турецких ресторанов и кафе, где вы можете попробовать турецкую еду, а также обязательно турецкий завтрак. Турецкая кафешка, кафе Дуньясы. Говорят, здесь хороший кофе. Лично сама не пробовала. Turkcell, сотовая связь турецкая. Можете здесь приобрести сразу сим-карту. Комплекс очень большой. Естественно, здесь цены намного выше, чем если бы вы обедали, завтракали, либо ужинали в самом Стамбуле. Галата-Порт – это первый в мире подземный круизный терминал. То есть паспортный контроль, таможня, багаж, организация автобусов, такси – это все происходит под землей в протяжении 4 этажа. Так вот, кафешки расположены не только на первом этаже, но и можно сесть на второй этаж. Так, с правой стороны лайнер. Сейчас мы посмотрим, от какой компании. Галата-Порт в год принимает 200 круизных судов, а также 25 миллионов посетителей. Галата-Порт – это реконструктированная береговая линия Босфора, которая начинается от пристани Каракөй, а также заканчивается возле кампуса университета Мимира Синана, и длина его достигает 1-2 километра. На территории комплекса расположены два музея. Это новое здание Музея современного искусства, а также Музей живописи и скульптуры. Оба они занимают порядка 14 тысяч квадратных метров. Музей живописи и искусства был открыт в 2004 году, и в нем размещены выставочные залы, различные мастерские, библиотека, дизайнерский магазин, а также кафе. А музей живописи и скульптуры расположился на верхнем этаже здания университета Мимара Синана и представляет посетителям экспонаты, относящиеся к поздней османской эпохе. Благодаря таким указателям вы можете посмотреть, где находятся банковские терминалы, обменные пункты, уборная и так далее. Вот, посмотрите, прям как красиво видно его крыша. Если сориентироваться отсюда, вот такая вот кафешка.
где продают мороженое. Рядом Пандора. И вот сразу поворачиваете направо, и здесь вот написано Döviz. Это обменник. Обменный пункт на турецком Döviz, где вы можете на первое время обменять доллары на лиры. Конечно же, цена доллара намного ниже, чем в центре города. Я всегда советую обменивать в районе Лалали, Аксарай. Там очень выгодно. Ребята, смотрите, это круизный лайнер из Норвегии. Смотрите, какой он огроменный! Сегодня 1 августа, на дворе 29 градусов тепла, время 2:24. Все круизные лайнеры, которые останавливаются в Стамбуле, останавливаются в Босфорском заливе. Сразу же вы можете увидеть вот такой вот красивый Босфорский мост и весь вид на Стамбул, на европейскую, на азиатскую часть, также на европейскую часть, где мы сейчас. Вот перед вами Босфорский мост на Босфорском заливе. С правой стороны это азиатская часть. Видна мечеть Чамлыджа. Самая крупная, большая, одна из новых мечетей. После выхода с лайнера вы можете сразу же отправиться в азиатскую часть, называется Кадыкёй или Ускудар. Для этого, вот получается с левой стороны сам Галата-порт, и вот здесь вот расположено, называется Дениз Дулмушлары. Вот на таком Дениз Дулмуш можно добраться в азиатскую часть. Цена стоит 25 лир. Здесь указана таблица, где вы можете посмотреть время отправления из Галата-порт в азиатскую часть Ускудар или Кадыкёй. А также на нижнем таблице написано время отправления, когда вы можете из Кадыкёя или Ускудара попасть в Галата-порт. Ну что ж, ребята, мы обошли с вами весь Галата-порт. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно мы дальше будем смотреть все основные достопримечательности Стамбула. Пока!